Вчера Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект под номером 8132 о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной Российской Федерацией и осудила Россию за геноцид чеченского народа. За проголосовало 287 народных депутатов. Это важный шаг и большая победа чеченского народа. И эти шаги необходимы для нашей общей победы. Я хочу поблагодарить правительство Украины, народ Украины и президента Украины Владимира Зеленского за принятие этого решения. Дякую. Мы разделяем ту боль, которую Россия причинила украинскому народу. Мы проходили через это дважды за последние 30 лет. Это две войны, которые нам навязала Россия. За эти две войны россияне убили более сотни тысяч мирных чеченцев. Мы знаем все ужасы российской оккупации и знаем, что Россия прибегает к этой жестокости от своего бессилия. Украина обязательно выстоит и победит. И это случится очень скоро. Украинцы мужественный и свободолюбивый народ, который способен поставить Россию на место. То место, которое она заслужила. Теперь обращаюсь к моим братьям-чеченцам. Решение Украины дало очень четкий сигнал международному сообществу о том, что Чеченская Республика Ичкерия возвращается в качестве субъекта в международные отношения. Впервые за 20 лет. Это исторический момент. В России заявляли, что Вторая русско-чеченская война закончилась и наступил мир на чеченской земле. Нет, война Путина приняла другую форму, очень ужасную и подлую. Мир на нашей родине наступит тогда, когда мы осознаем это и окажем противостояние во всех направлениях. На нашей земле был установлен преступный режим в лице Кадырова, который работает против чеченцев на их запугивание и уничтожение. Это публичное унижение, пытки, убийства, та форма предательства и жестокости, которую наш народ не встречал никогда в нашей истории. Кадыров – главный предатель чеченского народа. И судьба его предрешена. Он закончит как трус, побегом или разделит судьбу других диктаторов. Будет наказан чеченским народом на известном поле у села Старые Атаги, как это завещали нам лидеры чеченского народа. И если он хочет последнего, может уже бежать сейчас. Да, многие чеченцы запуганы из-за этих двух войн и террора России, но народ не потерял надежду на обретение нашей независимости. Многие уже готовы действовать и желающих больше, чем принято считать. Уже скоро народ сам скажет, через что они прошли за последние 20 лет. Борьба чеченского народа за независимость от России, она ведется. И вчерашнее решение Украины – символ того, что наша борьба дает свои плоды. Это был долгий и тернистый путь к свободе. И мы каждый день приближаемся к нашей победе, победе чеченского народа. Но сегодня чеченский народ нуждается в поддержке мирового сообщества от стран, которые выступают за мир и справедливость. Поэтому от лица всей чеченской диаспоры и чеченского народа хочу призвать другие государства признать Чеченскую Республику Ичкерия оккупированной Россией, а преступление России в русско-чеченских войнах – геноцидом чеченского народа. Хочу еще раз поблагодарить украинцев, инициаторов идеи признания Украиной независимости Чеченской Республики Ичкерия. Это наше будущее, это то, чего ждет от нас многострадальный народ. Это шаг к нашей общей победе.